Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. С целью распространения достоверной информации об Абхазии партия АПСН и Регнум подписали в Сухуме меморандум о сотрудничестве. Утвержден календарный план работы ЦИК, сформированы окружные участковые комиссии, пресс-конференция председателя Центризбиркома. Предстоит очередной этап работы. Экологи не оставляют попыток спасти Пицунский самшит. В Сухуме между республиканской политической партией АПСН и российским информационным агентством Регнум был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Свои подписи под меморандумом поставили член партии АПСН, секретарь Совета безопасности республики Мухаммад Килба и главный редактор информационного агентства Регнум Модест Калеров. На церемонии подписания присутствовал вице-президент Абхазии Виталий Габня. Регнум официально работает в Абхазии с 2003 года и было первым российским информационным агентством и вообще средством массовой информации, которое внесло официально в список признанных независимых государств в своем веню Абхазию. Организационные перемены последних 2 лет заставили нас сосредоточиться больше на вещании в дальнем зарубежье. Мы эту задачу решили. Теперь наступил час вернуться к нашим корням и сделать хорошо то, что мы делали всегда, и сделать еще лучше. Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия принял регионального представителя по Южному Кавказу УВКБ ООН Симону Волкин и главу офиса ГАЛ Сухум УВКБ ООН Азиза Рахджо. В ходе встречи был обсужден вопрос о доступе представителей УВКБ ООН в верхнюю часть Кадорского ущелья для возможности осуществления гуманитарных программ. Премьер-министр отметил, что нет никаких препятствий в этом вопросе. Надо заблаговременно предупредить о сроках поездки, количестве людей и транспорте передвижения. Также обсуждался вопрос бесплатной выдачи и разрешений на работу беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. На сегодняшний день более 100 беженцев не имеют возможности работать на территории Абхазии, и им необходима помощь. Глава правительства Абхазии Артур Миквабия заверил присутствующих, что все эти вопросы в скором времени будут решены положительно. 22 июня – День памяти и скорби. 75 лет тому назад началась Великая Отечественная война. Самая кровопролитная за всю историю человечества. С полей сражений не вернулись миллионы воинов, среди которых немало жителей Республики Абхазия. Их имена будут помнить в Абхазии и России. Молодежная общественная организация «Абхазо-Российский молодежный патриотический центр» выступила с инициативой проведения международной мемориальной акции «Свеча памяти» и призывает всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, стать ее участниками. 27 миллионов свечей зажигаются по всей земле в ночь с 21 на 22 июня. К другим новостям. Утвержден календарный план работы ЦИК, сформированы окружные и участковые комиссии. В день референдума будут работать 33 округа и 168 участков. Участки для голосования также будут открыты в Москве и Черкесске. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагу на пресс-конференции, посвященной подготовке к референдуму, назначенному на 10 июля. Репортаж Елены Лолуа. Работа ЦИК при подготовке к референдуму регулируется 2 законами – о референдуме и о выборах в парламент Абхазии, уточнил Батал Тапагуа. По его словам, центральные, окружные и участковые комиссии референдума сформированы, но их состав после последних выборов президента немного изменился. В нашей работе на участках в основном работают преподаватели. Как вам известно, сейчас заканчивается учеба в школах, и фактически мы немножко отнимаем у них время для отдыха. Но попросили, и нам пошли навстречу. Центр избирком по просьбе инициативной группы по проведению референдума обратился в парламент с вопросами о деятельности наблюдателей на участках, формате эфирного времени и праве голосования по открепительным талонам. Парламент дал разъяснение. В законе о референдуме нет четкого определения наблюдателей. Поэтому парламент принял, как вы знаете, поправку к закону о референдуме, где определено участие общественных и политических организаций, зарегистрированных ко дню принятия закона не менее 6 месяцев, которые зарегистрированы, и по 3 наблюдателя от каждой общественной политической организации могут выступать наблюдателями. Общественные наблюдатели и вообще наблюдение за выборами, оно всегда дает возможность открытости проведения референдума
Что касается вопроса о том, можно ли голосовать по открепительным удостоверениям, парламент дал ответ, что нельзя. В голосовании принять участие смогут граждане, имеющие постоянное место жительства на территории участка, для которого составляется список. В соответствии с статьей закона о выборах депутатов Народного собрания, там тоже, вы знаете, нету у нас открепительных, так называемых, талонов, открепительного удостоверения. И в связи с тем, что в этом законе нет, нам также был комментарий дан, что мы почему разъясняем, чтобы потом не было много разговоров. Также эта тема снимается. Референдум признается несостоявшимся, если в голосовании приняло участие менее половины граждан Абхазии, имеющих право голоса. В этом случае референдум по тому же вопросу может быть проведен не ранее, чем через 2 года. ЦИК не обладает точной информацией о количестве избирателей. Я не могу апеллировать цифрами 2014 года. У нас много народу после этого получила гражданство, кто-то 18 лет исполнилось. Списки будут вывешены за 10 дней. На участках. Нет, мы не знаем. Вообще общее количество будет известно только в день выборов, в день проведения референдума. ЦИК принял решение о выделении 2 часов в неделю для агитационных выпусков на государственном телеканале. В каком формате будут проходить эти выпуски, пока обсуждается творческой группой АГТРК. Журналисты поинтересовались, как Центральная избирательная комиссия проверяла подлинность подписных листов, представленных в ЦИК инициативной группой. Что же касается, как проверялось, могу вам сказать, так же проверялось, как когда кандидаты в президенты выдвигаются и приносят списки. И проверяли точно те же люди. У нас, извините меня, не лаборатория по проверке подписей. Члены Центральной избирательной комиссии смотрят списки. Дело в том, что некоторые люди очень легко воспринимают понимание подачи документов, которые идут в ЦИК. Там написано, извините меня, паспорта людей, и стоят их подписи. Закон не запрещает работу предвыборных штабов, поэтому их работа допускается, ответил журналистам Батал Тапагуа. Что касается инициативной группы по проведению референдума, то она также может продолжать свою деятельность. Что делать, если будет нарушаться закон о референдуме? Обращаться в прокуратуру и суд, посоветовал председатель ЦИК. В случае, если нарушены чьи-то права, есть суд, есть прокуратура. И чьи права нарушены, они должны туда и обратиться. Мы, как Центральная избирательная комиссия, можем, только если нам пришлют, мы можем переправить в прокуратуру или в суд. Соответствующий орган, который это решает. В течение этой недели информационные плакаты для оформления окружных и участковых комиссий будут вывешены. Бюллетени будут напечатаны за 15 дней до дня референдума. В день голосования будет использоваться маркировка пальца специальным химическим составом и ставится штамп в паспорте. 10 июля будут работать 33 округа и 168 участков. Елена Лулуа, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. В минувшие выходные премьер-министр Артур Микваби и председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава посетили Пицунда-Мюссерский заповедник. Ранее руководство заповедника сообщило о самовольном захвате земли на территории заповедника. Премьер-министр дал ряд поручений главе администрации города и правоохранительным органам Пицунды в целях недопущения попыток самозахвата. Наша съемочная группа отправилась в Пицунда-Мюссерский заповедник вместе с председателем Госкомитета по экологии. Репортаж Амры Амичба. Пицунда-Мюссерский заповедник располагается на 4000 гектарах в прибрежной части Абхазии. Если бы здесь не находился заповедник, вполне вероятно, территорию застроили бы санаториями и пансионатами. А гневка, нанесшая вред самшиту, развязала руки предприимчивым людям. Лакомым куском прибрежной земли заинтересовались многие. Но, по словам председателя Госкомитета по экологии, они рано радуются. Самшит жив. О том, что жизнь в заповеднике продолжается, свидетельствуют, по словам Савелия Читанава, появившиеся на деревьях пока единичные вегетативные листья. Это говорит о том, что стволы самшита живы. Мало того, в подстилке, в подлеске видно, что идет молодые всходы. Уверен абсолютно, что если не будет вмешиваться в эти процессы и скот, и человек, то здесь в ближайшем будущем будет зеленеть молодая самшитовая зеленка. Хозяин пансионата, прилегающего к заповеднику, огородил колючей проволокой несколько гектаров земли, по его словам, из лучших побуждений, чтобы скот не зашел через территорию заповедника, где в неприкосновенности должен расти самшит, на пляж дома отдыха. Вот
Это я загородил для того, чтобы скот на территории Дома отдыха не зашел. И спасти вот эту территорию. Предвосхищая подобные действия, о недопустимости самозахвата заявил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Заповедник – это национальное достояние и не может принадлежать одному, двоим, троим. И потому я об этом обстоятельстве доложил премьер-министру. Я ему показывал, что проведена ограда и что, коли есть один прецедент, оно может и продолжиться в будущем. И потому он предостерег главу администрации Пицунды и дал распоряжение местному отделению МВД о немедленном сносе этого забора. Надо сказать, что сама ограда Пицунда-Мишерского заповедника, а это более 16 километров, давно требует ремонта. По словам Савелия Читанава, около 50 миллионов рублей потребуется на новый забор. Ограда стала за все это время ветхая, ограда разобранная, часть населением, часть пришла в упадок сама по себе ограда. Премьер поддержал и счел, что это один из необходимых условий для сохранения Пицунского заповедника. Савелий Читанава, комментируя в целом усилия по борьбе с огневкой, подчеркнул, что через неделю начнется второй этап опрыскивания самшитовых насаждений. Тем временем в Бзыбском ущелье уже наблюдается активный лед бабочек. Вскоре они начнут откладывать личинки, из которых вылупятся гусеницы, поедающие листья самшита. Сегодня усилия экологов направлены на то, чтобы не допустить распространения вредителя. Амрамич Батимур Гугохия, Абхазское телевидение. Вода в подвалах многоквартирных домов столицы – проблема давняя и сложная. Особенно остро ее ощущают жители нового района Сухума. На протяжении 5 лет жильцы дома номер 30 по улице Аргун пытаются высушить подвал, но пока безуспешно. В чем причина проблемы и как ее решить, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Симы Аргун. Дому номер 30 по улице Аргун, как и многим в новом районе, около 30 лет. Все коммуникации устарели, срок их эксплуатации давно истек. Гули Адлейба показывает подъезд своего дома. Заходить в подвал жильцы дома не могут уже несколько лет. Из-за ошибки при установке нового электрощита начали собираться грунтовые воды. К ним добавились и канализационные стоки, вытекающие из прогнивших труб, постепенно разрушая фундамент. Самая большая опасность заключается в том, что здание может дать крен. Когда мы в Дом управления пошли, никакой помощи не было возможности. Потом мы сами собрали деньги, сделали, мы латку сделали, сейчас не могли поменять трубы. А потом вообще прорвалось. И с одного, и с второго, с третьего мы в конце живем, последний подъезд, к нам идет все, и сзади выходит, и подвалы полные. К вечеру это... Лягушки поют только так. Неприятный запах и плесень в квартирах, крысы и тараканы в подъездах и множество насекомых. Привычная картина для жильцов. Летом ситуация усугубляется. Во дворе 4-подъездного дома детская площадка. В период каникул здесь собирается огромное количество детей. Но отдых в такой обстановке вряд ли пойдет им на пользу. Вот у нас начались каникулы. Когда мы катаемся на качеле, тут невероятная вонь. Особенно после дождя. Камыры тут разлетаются, вода поднимается в подвале. Ужас. Жильцы не раз пытались решить проблему своими силами. Осушали подвал, но этого хватало ненадолго. Позади дома образовалось настоящее болото. Заросли доходят до 2-го этажа. Спецтехника не может подъехать, чтобы выкачать воду из подвала. И косить траву в жиже невозможно. Одним словом, картина малоприятная. Вот очередной раз мы с заявлением пошли в домоуправление, в водоканал. Вот они нам машину прислали. Он до вот этого места. Дальше он не мог, потому что там вода стояла, грязно было, не мог доехать. Он сказал, ничего не могу делать, повернулся и уехал. Все. Там болото. Там невозможно заехать было. Как выяснилось, о проблеме дома коммунальщикам известно, но решить ее не так просто. Здесь надо менять коммуникации и колодцы в подвалах, говорят они. А все это, естественно, упирается в финансы. Но управляющий домами номер 5 Рамаз Джопу отметил, что они делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Почистить можно. Чистить мы сообщим тем службам, которые этим занимаются, они почистят. Почистить-то мы сможем. И выкачать-то воду сможем, но это недолго. Это недельки-две, и опять же заполняться будет. Это давняя проблема. Проблему знаем. И по инвестпрограмме записали мы. В прошлом году записали, вот ждем в этом году
как оно будет вообще. Там не только подвал и подвал. Только подвал было бы, то легко было бы это все решить. Но там с коммуникацией, вот куда уходит эта вода, колодцы, это менять надо. И по этому дому вообще могу сказать, что еще вот лифт один там не работает, этот лифт тоже заложен, и ждем в этом году. Еще об одной проблеме. Улица Аргун достаточно длинна. Она уходит за второй круг нового района. В конце улицы почти все дома многоэтажные. И жильцов немало. Да вот только общественный транспорт сюда не ходит. Только 2 рейса выезжают утром. Расстояние от остановки обратно люди вынуждены преодолевать пешком. А это без малого километр. Один 7:30, другой в 8 часов. И все. И нету больше. И с рынка ни одного. Ходим на Киарас на остановку. С рынка ни одного. С рынка идем. Тащим сумки, а 6-й улицы сюда, ни одного. Хоть бы один в обед ходил какой-то автобус, чтобы хоть бы приехать с рынка. То есть отсюда еще уехать утром можно? Утром, только утром. А целый день ходим аж на пятачок на остановку. В этом микрорайоне множество социальных и коммунальных проблем. Жильцы уже не мечтают о комфорте. Неработающие лифты, плохое освещение и отсутствие общественного транспорта. Надо сказать, что такие проблемы испытывают жители практически всех многоэтажек столицы. Сима Аргун, Алексей Агухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Впервые за 25 лет в Абхазии проводятся масштабные мероприятия, направленные на снижение численности комаров. Из 4 этапов проводимой работы по снижению численности комаров 2 этапа уже проведены. Рената Шакая продолжит тему. Комары могут здорово подпортить летний отдых или работу на даче. С этим не поспоришь. Укусы насекомых оставляют малоприятные, постоянно зудящие пятна. Сильно страдают маленькие дети. Их нежная кожа для комаров особенно привлекательна. Как сообщила главный санитарный врач Сухума и Сухумского района Алла Беляева, на прибрежных территориях республики от Агудзера до границы по реке Псоу совместно с сотрудниками Московского областного центра дезинфекции проводится работа по снижению численности комаров. Была составлена программа об усилении санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия. Были выделены на это средства. Программа рассчитана на 3 года. Под обработку идет 51 гектар закрытых территорий, то есть 510 тысяч метров квадратных. Это подвалы, это затопленные подвалы жилых помещений, многоэтажного жилья. И 273 гектара открытых стаций. То есть это какие-то заболоченные территории, это пицунская низменность, это любые стоячие водоемы с непроточной водой. Укус комара опасен не только зудом, но и тем, что в ранку может попасть инфекция, поскольку само насекомое является переносчиком различных заболеваний. Как отметила главный санитарный врач столицы, работа проводится исключительно в местах массового скопления комаров, чтобы не допустить их размножения. Снижение численности комаров проводится путем отравления ядохимикатами. Как показал энтомологический контроль, который проводился специалистами Ставропольского научно-исследовательского института, обработка против комара рода куликс, то есть это тут вот наш обычный привычный комар, который зимой тоже в многоэтажном жилье летает, дает хорошую эффективность. Единственное, у меня будет просьба к нашему населению. Когда вот температура повысилась до 30 градусов, начался выплод комаров других видов, таких как Aedes albopictus и Aedes aegypti. Эти комары имеют немножечко другую специфику. Они любят очень теплую воду, а очень теплая вода у нас образуется в каких-то небольших емкостях. Обработать частные дворы невозможно. Если люди сами помогут нам и просто перевернут эти емкости, если они им нужны, просто вылить из них воду, чтобы не скапливались дождевые стоки, то мы сможем еще сильнее снизить поголовье комара. Еще одно хочу сказать, что как раз вот Aedes albopictus и Aedes aegypti это и есть те самые комары, которые способны переносить вирус Зика. Помимо комаров в многоквартирных домах обитают еще крысы и тараканы. Алла Беляева отметила, что государственной программы по уничтожению тараканов на сегодняшний день нет. Но у жителей секционных домов есть возможность за свой счет провести дезинфекцию подъездов. Что касается крыс, то 2 раза в год за счет государства в столице проводятся мероприятия по их уничтожению. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. В Абхазии начинаются гастроли Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина. Татарские артисты привезли в Сухум 2 постановки. 22 июня на сцене Абхазского драматического театра будет показан спектакль «Родник любви». А на следующий день, 23 июня, спектакль хотелось бы увидеть.
С 10 по 13 июня в Крыму проходил первый межрегиональный турнир на Кубок Азовско-Черноморского побережья по тхэквондо, в котором принимали участие спортсмены из 40 регионов России. В числе 200 участников был и наш соотечественник Леон Цвижба. Заняв призовые места по разным направлениям этого вида боевых единоборств, он получил возможность участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в сентябре, а также прошел отбор на чемпионат России в ноябре. Леон Цвижба выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку в его начинаниях. Было 2 боя у меня. Это по боям я занял 1 место. А по пунце это выступительная ката, по нему я занял 2 место. Также хочу поблагодарить государство наше за огромный вклад в развитие, как говорится, культуры и спорта. Очень сильно благодарю их за это. И своего тренера, который в данный момент наставляет меня, это Бадалян Вадим Иногович. Легких боев в жизни не бывает. Каждый бой имеет определенность сложности. Нельзя недооценивать ни на одного соперника. Каждый соперник хорош по-своему. И самым был сложным это финальный бой, потому что он был более-менее волнованный. Как ты понимаешь, что ты должен одержать победу. Мы начинаем новый проект «Телепост», в котором журналисты из различных СМИ будут делиться своими впечатлениями и размышлениями по поводу тех или иных событий. Открывает проект журналист Инал Хашиг. В минувшую пятницу в Пицунде открылся дельфинарий. Раньше абхазским детям, чтобы видеть морских циркачей, приходилось ездить в соседний Краснодарский край. Теперь дельфинов можно посмотреть здесь. Впрочем, дельфинарий не только в радость детям. Это хорошая приманка для туристов. Мало кто знает, но этот дельфинарий мог появиться в Абхазии еще 5 лет назад. В свое время президент Сергей Багапш дал добро на его сооружение в Гагре. Однако инвесторам, который данный проект стоил нескольких миллионов, запустить свой бизнес тогда не удалось. На их беду, когда все уже было практически готово, скоропостижно скончался Багапш, а пришедший ему на смену Александр Анкваб вдруг решил, что дельфинарий Абхазии не нужен. Ну, просто взял и решил. В итоге приехали бульдозеры и все разровняли. А денежки незадачливых инвесторов, естественно, плакали. В суд никто из них не подавал, ибо и так было все понятно, кто прав, а кто нет. Если надо, я вам с десяток таких историй расскажу, когда от имени государства инвесторов сперва сюда заманивали, а затем давали пинком под зад. Без всяких объяснений, извинений и прочих компенсаций. В общем, один президент разрешил, другой запретил, а когда пришло время нового президента, то бишь Рауля Хаджимба, то он и вовсе и не разрешал, и не запрещал. Это вообще не президентское дело заниматься отдельно взятым дельфинарием, магазином, складом. В данном контексте задача президента создать условия для развития бизнеса, в том числе и защитить его от всякого рода произвола. Он всего лишь ограниченный рамками закона президент, и не ему решать, кто может заниматься бизнесом, а кому нельзя. Хаджимба, конечно, мог быть, как его предшественники, президентом-самодержцем. Тем более такая традиция, сложившаяся за годы, воспринимается нами при всей нашей любви к народовластию, вечному апеллированию к закону, чуть ли не оптимальной формой управления страной. Но не захотел. Ибо вот эта оптимизация власти, то есть полная ее концентрация в одних руках, уже довела страну до известной всем ручки. Дальше только Цугунтер. Насквозь коррумпированная элита, нищий электорат, дышащая на ладан экономика, казна, наполняемость которой на 3/4 зависит от российской дотации и ставший вечным внутриполитический кризис. Для Абхазии такое самодержавие – тупик. Сильный президент – это тот, кто добровольно откажется быть самодержцем, то есть не будет свое эго ставить превыше интересов государства и народа. До самодурства бронзоветь, приводить к ногтю бизнес, строить коммунизм в отдельно взятой семье, разрешать или запрещать всякие дельфинарии. Нам нужен, условно говоря, слабый президент в кавычках. Ну, тот, который не царь-батюшка, а просто ограниченный рамками закона президент. Ибо в такой слабости его сила. И, соответственно, в такой силе залог развития страны. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.